Вы смотрите «Утро» на Якутия-24. В студии Екатерина Карпухина и Андрей Погорелов. Смотрите сегодня в программе. Национальные проекты в действии. Средняя ставка по ипотеке в России должна снизиться примерно до 8% к 2024 году. Около 500 молодых семей в Якутии получат господдержку на улучшение жилищных условий. Общая сумма выделенных средств составит 250 миллионов рублей. Осторожно, мошенники. Пенсионный фонд России предупредил о распространении мошеннических сайтов ведомства. Автозимник проложен, смотровая площадка готова, ледовый городок оснащен. В национальном парке Ленские столбы официально открылся зимний туристический сезон. Президент России Владимир Путин сегодня посетит Иннополис в Татарстане, где на заседании Президиума Госсовета обсудит работу властей по улучшению жилищных условий населения. Также запланирована отдельная встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Отмечается, что мероприятие пройдет в обновленном формате, предполагающем неформальный диалог президента с главами регионов. Кроме того, в ходе поездки Путин посетит в Казани Центр культуры и спорта «Московский», где он встретится с представителями общественности и обсудит вопрос реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Основной целью этого национального проекта является обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. Таким образом, следуя из информационных материалов по национальным проектам, опубликованных правительством, средняя ставка по ипотеке в России должна снизиться примерно до 8% к 2024 году. Также планируется увеличить объем жилищного строительства минимум до 120 миллионов квадратных метров в год, в 2 раза сократить количество городов с неблагоприятной средой и обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Между тем, около 500 молодых семей в Якутии получат господдержку на улучшение жилищных условий уже в этом году. Общая сумма выделенных средств составит 250 миллионов рублей. Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и правительством Якутии заключено соглашение о предоставлении в текущем году субсидий из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Общая сумма соглашения составляет 250 миллионов рублей, в том числе 230 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета, 20 миллионов рублей из государственного бюджета Якутии. Помимо этого, 210 миллионов рублей добавят муниципальное образование. На указанные средства 495 молодых семей получат господдержку в размере 35% от расчетной стоимости жилья на улучшение жилищных условий. А улучшением атмосферы семьи может стать другая мера. В России думают над созданием Института временных профессиональных приемных семей. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения страны, подобная инициатива заслуживает внимания как один из возможных механизмов создания атмосферы семьи. Также в пресс-службе добавили, что министерство ведет тесную работу с экспертным сообществом по развитию механизма всех форм семейного устройства. Нельзя забывать и о работе по модернизации детских домов, созданию в них атмосферы и условий, максимально приближенных к семейным, добавили в министерстве. С сегодняшнего дня возобновляется учебный процесс в школах Якутска. Комиссия при управлении образования города приняла решение о снятии карантина на 2 дня раньше. Также со вторника возобновляется работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий. Напомним, что карантин для школьников в Якутске вводился с 23 января в связи с ОРВИ и гриппом. Но несмотря на спад заболеваемостью вирусными инфекциями, как раз сейчас такое время года, когда погода преподносит нам сюрпризы. Не стоит идти на провокацию и всегда одеваться теплее. И, конечно, следить за прогнозом. Как раз сейчас у нас есть свежие данные. В Алдане температура воздуха составляет 23 градуса мороза. Днем немного потеплее, до минус 21. При этом ожидаются сильные ветра с порывами до 11 метров в секунду. В Ленске минус 21 уже сейчас. Утром ожидается небольшой снег, но здесь также стоит быть готовыми к сильному ветру. В 3 часа дня порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха зафиксируется на 20 градусах мороза. К порывам ветра чуть меньше силы стоит быть готовыми жителям Алмазной столицы. Там ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. К концу дня столбик термометра покажет минус 22 градуса, а сейчас в Мирном минус 21. В Нерюнгри сейчас минус 23 градуса. Жители южной столицы также ожидают порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет минус 17 градусов. Ну и о погоде в столице региона
на городе Якутске 32 градуса со знаком минуса. На улице прямо сейчас. Днем небольшой снег, ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 27 градусов. Теперь к новостям экономики. На модернизацию теплой водосети федеральное правительство направит 13,2 миллиарда рублей. В первую очередь финансовую поддержку из фонда должны получить проекты, которые находятся в высокой степени готовности, подчеркнул председатель правительства Дмитрий Медведев. Увеличивается и доля софинансирования федеральных средств с 10 до 60%. Кроме того, расширен круг получателей поддержки. Теперь в него включены все населенные пункты с численностью до 500 тысяч человек. О других новостях экономики в нашей ежедневной рубрике. Продолжая тему экономики, для рубля станет серьезным испытанием середина этой недели, уверяют финансовые аналитики. В целом же на предстоящей неделе рубль достаточно уязвим, главным образом из-за внешних факторов и колебаний цен на нефть. Таким образом, наиболее вероятный диапазон этого периода составит от 65 рублей 20 копеек до 66 рублей 70 копеек за доллар со стремлением к верхней его части. Для пары евро-рубль актуальный коридор от 74 рублей 20 копеек до 75 рублей 60 копеек. У нас есть свежие данные. Курс доллара, установленный Центробанком, равен 65 рублям и 65 копейкам. Курс евро 74 рубля и 32 копейки. Американскую валюту, по данным сайта banki.ru, выгоднее всего в Якутске продает СКБ банк за 65 рублей 99 копеек. Купить дороже всего доллар готов Азиатско-Тихоокеанский банк за 65 рублей 50 копеек. А европейскую валюту сегодня в Якутске дешевле всего продает Восточный банк за 74 рубля 60 копеек. Хорошую цену покупки за евро готов предложить Солидбанк 74 рубля 10 копеек, сообщает сайт banki.ru. Сейчас время других новостей. Искореженная машина и 5 травмированных человек. Он не знает, что такое равнодушие. Кто он? Герой нашего времени. И традиция предсказывает весну. Какой выбор сделала вьетнамская веслобрюхая свинья Пиксель? Обо всем этом прямо сейчас. Смотрим. Одна из самых таких ужасных вот эта авария. Вот то, что я видел. Аяс Исмаилов вечером 2 февраля ехал за рулем этой Камри к Арамовскому посту по работе. Трагедия, которую он увидел в районе дачного поселка «Мечта», не позволила ему продолжить путь. Остановился, чтобы помочь. На 28-м километре автодороги подъезд к городу Ноябрьску водитель автомобиля МАЗ в составе с полуприцепом при выполнении маневра разворот налево не предоставил преимущества движущегося со встречного направления прямо транспортному средству ВАЗ-2112, в результате чего произошло столкновение. Это сухие факты, а результат – искореженная машина, 5 травмированных человек, целая семья. Муж, беременная супруга и 3 детей – 5, 6, 9 лет. Вот кадры той страшной аварии. На улице 40-градусный мороз. Везти пострадавших в больницу Аяс решил на своей машине. В МЧС позвонил уже по дороге. Мороз, было очень холодно. Увидели, что люди реально в плохом состоянии, и надо им помочь. И вот поэтому забрали их, посадили в машину и привезли в больницу. 2 детей было без сознания. Житель Муравленко Саид Ашурматов с семьей ехали в Ноябрьск. У мужчины 2 февраля день рождения. И праздник он хотел отметить с родителями. Сообщать родственникам о том, что их сын с семьей попал в ДТП, пришлось Аязу. Приехали до больницы. Они даже полчаса где-то так здесь были с нами. Ну, я благодарен, все, большое спасибо, что они так поступили. Ну, не все же, конечно, так поступают. Вся жизнь не забуду. С такой мороз, здесь ничего было бы, я даже сам не представляю. Свидетелем ДТП Аяс Исмаилов становится не первый раз. Не первый раз он становится и очевидцем человеческого равнодушия. Когда подъезжали, проехало 3 машины.
ни один человек не остановился и не сказал, да, давайте поможем, что случилось. Да. Все проезжают так, как будто обычная история, обычная вещь вот, происходит. Ну, хотя все видели, что там крики, там мы бегаем, там вытаскиваем людей. Вот это очень обидно. Сейчас 2 детей и глава семьи уже дома. Лечение в больнице продолжает проходить супруга Саида. У нее сломана нога и средний сын. У него травма головы. Но и он уже идет на поправку. Накануне из реанимации мальчишку перевели в обычную палату. Ольга Попова, Наиль Нафиков, Ноябрьск, 24. Это 5-месячный поросенок Пиксель, порода вьетнамская веслобрюхая свинья. Сегодня он на себя примерит роль настоящего предсказателя. Он расскажет не только, какая погода ждет воронежцев, но и что ждет воронежский зоопарк. А еще он очень любит огурцы. Поросенок Пиксель опять в центре внимания. Проведя несколько месяцев в зоопарке, он стал практически ручным, гуляет без поводка и любит общаться с людьми. Специально для такого необычного показательного кормления Пикселя не тренировали. Что до традиции предсказывать весну, в воронежском зоопарке она существует с 2010 года. Раньше мы это делали просто в зоопарке и не афишировали об этом. Ну, такая игровая была форма с детьми. Тогда у нас был еще сурок. В настоящее время сурка нет. И вот по-разному выходим из этого положения. Традиция осталась. Обычно прогноз такой, что его можно по-разному трактовать. Весна же даже 3 месяца. Бывает по-разному. Но в основном угадывали. Поросенок деловито спешит к своему домику. И вот наступает момент истины. Перед Пикселем целых 5 мисочек сухого корма. Пиксель. Давай. Вот. Ранняя холодная весна. Впрочем, предсказатель так увлекается, что начинает пробовать корм из всех мисок. И одним махом ранняя весна превращается в дружную, но позднюю, потом в своевременную заморозками и долгожданную солнечную. От ранней и теплой Пикселя приходится просто оттаскивать. Теперь решается судьба зоопарка. Но на этот раз в каждой кормушке разное лакомство. Зелень у нас будет символизировать дополнительное финансирование. По задумке сотрудников зоопарка, сухари – это перемены к лучшему. Каша – символ благополучия, сухой корм – новые возможности. Ну а салат из овощей – неожиданное решение. Пока еду раскладывают по тарелочкам, поросенок томится в ожидании. Потом неспешно выходит из домика и начинает уплетать полюбившийся кошачий корм. Но этим снова не ограничивается. Я думаю, у него есть талант предсказателя. Последним предпочтением он очень любит огурцы. Вот, неожиданно вдруг обнаружилось это. Также сухой корм, но это редко дается, когда приручаем его. Вот. Ну, кашу, естественно, с кефиром, с йогуртами. Это основной корм. Вот. И салаты. Яблоки откладываются есть наотрез. В результате Пиксель напророчил зоопарку эпоху новых возможностей и дополнительного финансирования. Все мы, в первую очередь коллектив зоопарка, надеемся, что и этот год мы проживем так же успешно, проведем ряд таких весомых, хороших мероприятий. Тем более в этом году зоопарку 25 лет. Поэтому все, что те варианты, которые были предложены поросенку, они все нас удовлетворяют. И мы надеемся, что этот год будет пройден у нас так же успешно, как и прошлый год. Ну а на десерт маленьким гостям необычного представления предложили порисовать с натуры. К слову, главная звезда вечера с удовольствием позировала ребятам. Ну, я рисую, когда она сейчас кушает, и мне кажется, она очень милая. У нее очень красивые глазки. Вот, и она сама по себе свинки очень милое животное. Год свиньи по китайскому календарю только начался, а значит, как обещают сотрудники зоопарка, такие встречи с поросенком Пикселем пройдут здесь еще не раз. Сейчас мы прервемся на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь на канале.
Это «Утро на Якутия-24». Мы продолжаем. Более 500 специальностей вошли в перечень направлений, по которым будет проводиться прием на целевое обучение в высшие учебные заведения. Премьер страны Дмитрий Медведев считает, что с принятием нового механизма проблема распределения и трудоустройства выпускников будет снята. В прошлом году законодательство в сфере образования было дополнено, в частности, через квоты на прием абитуриентов по специальностям, необходимым для экономики страны. Перечень направлений определяет правительство, и в него вошли 500 профессий. Теперь Кабинету министров предстоит установить квоты по конкретным направлениям подготовки с указанием регионов, на территории которых может быть впоследствии трудоустроен выпускник, а также правила и сроки установления квот целевого обучения за счет федерального бюджета и типовую форму договора о целевом обучении. Между тем, открытие Федерального исследовательского центра в Якутии создаст 35 вакансий для молодых исследователей и объединит учреждения Сибирского отделения Российской академии наук. В центр войдут 7 институтов, и это откроет новые возможности для республики. Например, участие в конкурсных мероприятиях, в том числе грантовых, организации диссертационных советов, аспирантуры. Помимо этого, в качестве Федерального исследовательского центра институты могут получить федеральную поддержку на приобретение научного оборудования. Объединение завершится в ближайшее время. Сегодня Государственная Дума рассмотрит законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета на пленарном заседании. В документе предлагается создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в стране. Она позволит обеспечить работоспособность сайта в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета. Проект закона подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года стратегии национальной кибербезопасности США. Отмечено в пояснительной записке. Кабмин в официальном отзыве высказал ряд замечаний, хоть и поддержал концепцию законопроекта. Так, установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации этого закона не должна привести к ухудшению качества связи в России, указали в правительстве. Пенсионный фонд России предупредил о распространении мошеннических сайтов ведомства. В фонде отметили, что на поддельных ресурсах мошенники предлагают помочь с оформлением документов за деньги. Узнать такие сайты несложно. В большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта фонда в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы официального сайта, и реальные номера телефонов фонда. Плохо структурированная организация сайтов подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Как же происходит обман? Пользователь не может разобраться в структуре сайта и выходит в онлайн-чат с консультантом. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в правовой центр поддержки, где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, не бесплатна, но об этом потенциальная жертва пенсионных юристов узнает лишь только потом. Но я напомню, что ни один из подобных сайтов не имеет к ведомству никакого отношения. Фонд рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. В Оленёкском районе задержали браконьеров, перевозивших 27 туш оленей, добытых без разрешения на охоту. У злоумышленников также обнаружили замороженные панты в мешках весом практически 6 тонн без документов. Браконьеры добыли животных в Таймырском автономном округе и перевозили в Красноярск через Якутию. Колонна была остановлена на автоземнике Оленёк-Анабар в 7 километрах от села Оленёк. Правоохранителями были составлены 2 протокола об административных правонарушениях и одно уголовное дело по факту незаконной добычи пантов. Возвращение ларьков и палаток даст импульс торговле. Идея Минпромторга вернуть в мегаполисы нестационарные торговые точки в виде павильонов и фудтраков может способствовать увеличению потребления продуктов питания и, в частности, отечественной рыбы. Законопроект был внесен в Госдуму в конце прошлого года и будет рассмотрен на весенней сессии Нижней палаты парламента. По мнению экспертов, его реализация позволит создать в стране дополнительно около 250 тысяч рабочих мест. Авторы проекта отмечают, что в настоящее время объекты нестационарной торговли в регионах размещаются на различных правовых основаниях и условиях, что препятствует развитию малого и среднего торгового бизнеса.
А далее о наиболее заметных и значимых событиях Мирнинского района расскажет наш коллега Марфирина Алексеева. Доброе утро! В эфире новости Мирнинского района. Сегодня в столице Алмазного края облачно. Температура воздуха минус 20-23 градусов. Ветер 3 метра в секунду. К концу недели ожидается потепление. Температура воздуха понизится до 12 градусов. А теперь к актуальным новостям столицы Алмазного края. Накануне в Мирном завершились отчетные мероприятия, возглавляемые первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексеем Колодезниковым. Мирнинцы задавали различные вопросы. Всего поступило более 30 вопросов, на большинство которых гражданам были даны разъяснения во время встречи. Так, на вопрос по открытию дополнительных автозаправок Саханефтегазбыта ответ был отрицательным. Еще жителей Мирного волнует вопрос по платным дорогам, который активно обсуждался в социальных сетях. Ответ был коротким. Платных дорог на севере быть не должно. Также были вопросы, связанные с пенсионным возрастом на крайнем севере, скидками на авиабилеты для многодетных семей, в которых есть студенты-очники, строительством моста через реку Лена, отсутствием рейса Мирный-Хабаровск. Также жители алмазной столицы волнует вопрос о дальнейшем развитии здравоохранения в нашем районе. Первый заместитель министра здравоохранения республики Егор Прокопьев ответил, что в рамках национального проекта здравоохранения заложено обновление оборудования первичного сосудистого отделения. Также в рамках национального проекта предусмотрено приобретение 15 единиц медицинского оборудования для детской поликлиники. Вопрос по строительству нового роддома находится на рассмотрении, а приобретение магнитно-резонансного томографа предусмотрено в 2020 году. С вами была Марфирина Алексеева. Всем хорошего дня. И о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане температура воздуха составляет 23 градуса мороза. Днем немного потеплеет до минус 21. При этом ожидаются сильные ветра с порывами до 11 метров в секунду. В Ленске минус 21 уже сейчас. Утром ожидается небольшой снег, но здесь также стоит быть готовым к сильному ветру. В 3 часа дня порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха зафиксируется на 20 градусах мороза. К порывам ветра чуть меньшей силы стоит быть готовым жителям алмазной столицы. Там ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. К концу дня столбик термометра покажет минус 22 градуса. А сейчас же в Мирном минус 21. В Нирингре сейчас минус 23 градуса. Жители южной столицы также ожидают порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 17 градусов ниже нуля. Ну и о погоде в столице региона в городе Якутске. 32 градуса со знаком минус. На улице прямо сейчас. Днем небольшой снег. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 27 градусов. Сейчас время нашей ежедневной рубрики. Об основных происшествиях в республике и в мире расскажут наши коллеги. Это «Утро на Якутия-24». Мы продолжаем. Более 500 специальностей вошли в перечень направлений, по которым будет проводиться прием на целевое обучение в высшие учебные заведения. Премьер страны Дмитрий Медведев считает, что с принятием нового механизма проблема распределения и трудоустройства выпускников будет снята. В прошлом году законодательство в сфере образования было дополнено, в частности, через квоты на прием абитуриентов по специальностям, необходимым для экономики страны. Перечень направлений определяет правительство, и в него вошли 500 профессий.
Теперь Кабинету министров предстоит установить квоты по конкретным направлениям подготовки с указанием регионов, на территории которых может быть впоследствии трудоустроен выпускник, а также правила и сроки установления квот целевого обучения за счет федерального бюджета и типовую форму договора о целевом обучении. Между тем, открытие Федерального исследовательского центра в Якутии создаст 35 вакансий для молодых исследователей и объединит учреждения Сибирского отделения Российской академии наук. В центр войдут 7 институтов, и это откроет новые возможности для республики. Например, участие в конкурсных мероприятиях, в том числе грантовых, организации диссертационных советов, аспирантуры. Помимо этого, в качестве Федерального исследовательского центра институты могут получить федеральную поддержку на приобретение научного оборудования. Объединение завершится в ближайшее время. Сегодня Государственная Дума рассмотрит законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета на пленарном заседании. В документе предлагается создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в стране. Она позволит обеспечить работоспособность сайта в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета. Проект закона подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года стратегии национальной кибербезопасности США. Отмечено в пояснительной записке. Кабмин в официальном отзыве высказал ряд замечаний, хоть и поддержал концепцию законопроекта. Так, установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации этого закона не должна привести к ухудшению качества связи в России, указали в правительстве. Пенсионный фонд России предупредил о распространении мошеннических сайтов ведомства. В фонде отметили, что на поддельных ресурсах мошенники предлагают помочь с оформлением документов за деньги. Узнать такие сайты несложно. В большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта фонда в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы официального сайта, и реальные номера телефонов фонда. Плохо структурированная организация сайтов подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Как же происходит обман? Пользователь не может разобраться в структуре сайта и выходит в онлайн-чат с консультантом. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в правовой центр поддержки, где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, не бесплатна, но об этом потенциальная жертва пенсионных юристов узнает лишь только потом. Но я напомню, что ни один из подобных сайтов не имеет к ведомству никакого отношения. Фонд рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. В Оленёкском районе задержали браконьеров, перевозивших 27 туш оленей, добытых без разрешения на охоту. У злоумышленников также обнаружили замороженные панты в мешках весом практически 6 тонн без документов. Браконьеры добыли животных в Таймырском автономном округе и перевозили в Красноярск через Якутию. Колонна была остановлена на автоземнике Оленёк-Анабар в 7 километрах от села Оленёк. Правоохранителями были составлены 2 протокола об административных правонарушениях и одно уголовное дело по факту незаконная добыча пантов. Возвращение ларьков и палаток даст импульс в торговле. Идея Минпромторга вернуть в мегаполисы нестационарные торговые точки в виде павильонов и фудтраков может способствовать увеличению потребления продуктов питания и, в частности, отечественной рыбы. Законопроект был внесен в Госдуму в конце прошлого года и будет рассмотрен на весенней сессии Нижней палаты парламента. По мнению экспертов, его реализация позволит создать в стране дополнительно около 250 тысяч рабочих мест. Авторы проекта отмечают, что в настоящее время объекты нестационарной торговли в регионах размещаются на различных правовых основаниях и условиях, что препятствует развитию малого и среднего торгового бизнеса. А далее о наиболее заметных и значимых событиях Мирнинского района расскажет наша коллега Марфирина Алексеева. Доброе утро! В эфире новости Мирнинского района. Сегодня в столице Алмазного края облачно. Температура воздуха минус 20-23 градусов. Ветер 3 метра в секунду. К концу недели ожидается потепление. Температура воздуха понизится до 12 градусов. А теперь к актуальным новостям столицы Алмазного края. Накануне в Мирном завершились отчетные мероприятия, возглавляемые первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексеем Колодезниковым.
Мирнинцы задавали различные вопросы. Всего поступило более 30 вопросов, на большинство которых гражданам были даны разъяснения во время встречи. Так, на вопрос по открытию дополнительных автозаправок Саханефтегазбыта ответ был отрицательным. Еще жителей Мирного волнует вопрос по платным дорогам, который активно обсуждался в социальных сетях. Ответ был коротким – платных дорог на севере быть не должно. Также были вопросы, связанные с пенсионным возрастом на Крайнем Севере, скидками на авиабилеты для многодетных семей, в которых есть студенты-очники, строительством моста через реку Лена, отсутствием рейса Мирный-Хабаровск. Также жители алмазной столицы волнует вопрос о дальнейшем развитии здравоохранения в нашем районе. Первый заместитель министра здравоохранения республики Егор Прокопьев ответил, что в рамках национального проекта здравоохранения заложено обновление оборудования первичного сосудистого отделения. Также в рамках национального проекта предусмотрено приобретение 15 единиц медицинского оборудования для детской поликлиники. Вопрос по строительству нового роддома находится на рассмотрении, а приобретение магнитно-резонансного томографа предусмотрено в 2020 году. С вами была Марфирина Алексеева. Всем хорошего дня. И о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане температура воздуха составляет 23 градуса мороза. Днем немного потеплеет до минус 21. При этом ожидаются сильные ветра с порывами до 11 метров в секунду. В Ленске минус 21 уже сейчас. Утром ожидается небольшой снег, но здесь также стоит быть готовым к сильному ветру. В 3 часа дня порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха зафиксируется на 20 градусах мороза. К порывам ветра чуть меньшей силы стоит быть готовым жителям алмазной столицы. Там ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. К концу дня столбик термометра покажет минус 22 градуса. Сейчас же в Мирном минус 21. В Нерюнгри сейчас минус 23 градуса. Жители южной столицы также ожидают порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 17 градусов ниже нуля. Ну и о погоде в столице региона в городе Якутске. 32 градуса со знаком минус. На улице прямо сейчас. Днем небольшой снег. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 27 градусов. Это Якутия-24. Мы рассказываем о главных событиях этого утра. На Дальнем Востоке за прошлый год выявлено 13 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. 4 из них в Якутии. Их маскировали под различные организации. Общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена схема, действовавшая в форме микрокредитной компании. О том, по каким признакам можно определить финансовые пирамиды, как сберечь и куда инвестировать средства, мы поговорим сегодня с экспертом, консультантом проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» Сергеем Сафроновым. Сергей Серафимович, здравствуйте. 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 Вот с чем связан в последнее время рост количества финансовых пирамид и вообще мошенничества в сфере финансов? Ну, как бы это интересно звучало, действительно, вот пирамид последние, наверное, года два стало больше, и, по моему мнению, это связано с тем, что люди стали больше интересоваться финансовыми рынками. Им захотелось получать больше доходности, появились криптовалюты, которые тоже одно время были очень популярными, и люди, соблазнившись тем, что на этом можно очень хорошо заработать, попадались на удочки мошенников, финансовые пирамиды, самая известная из которых, наверное, была вот как раз Кэшбери, которая вот совсем недавно, вот осенью, лопнула. И здесь, конечно, хотелось бы какие моменты отметить, да? То, что основными признаками пирамиды является вот как раз гарантированная сверхдоходность. То есть, если вам предлагают, к примеру, да, 100% годовых или выше, гарантированно, да, то в этом случае надо сразу задуматься и лучше сразу бежать от этой организации, да, чтобы вам как бы вам не объясняли, да, на чем они зарабатывают. Далее, основные – это агрессивная реклама, то, что вас заставляет принять решение быстро и не думая. Второе, как правило, такие организации часто зарегистрированы не в России. Их собственники тоже, как правило, не афишируют себя. У них не бывает лицензий, поскольку лицензии получить достаточно сложно, и Банк России за этим очень строго следит.
Ну и, скажем, для того, чтобы понять, являются ли это пирамиды или нет, часто достаточно просто залезть в интернет, прочитать какую-то информацию, увидеть там, с какого года компания работает, какая история, какие отзывы. И уже исходя из этого, если есть малейшие подозрения, то лучше не связываться. Вот, кстати, к слову об отзывах, ведь в быту действительно существует такое мнение, что часть людей, которые первые, да, попали в эту пирамиду, они все-таки получают какую-то прибыль. Действительно ли это так на самом деле? Или это же все-таки просто миф? Да, соглашусь с вами. Сейчас действительно появилось тоже очень много людей, которые сознательно идут на эти риски. Они понимают, что это пирамида, они туда идут, но они думают о том, прежде всего, что им удастся вовремя выскочить и при этом неплохо заработать. Но что опять хотелось бы отметить? Как правило, такие легкие деньги, они не приносят, скажем, какие-то существенные плюсы, и люди их либо быстро тратят, либо как-то все равно теряют. Вот, недавно вот я как раз интервью видел в ЕКТ, по-моему, там была такая известная инвестор Олеся, которая привлекала тоже Кэшбери, да, и выпустила такое интервью слезливое о том, что у ней сейчас денег нет, все закончилось, и еще дополнительно умудряется просить у людей какой-то благотворительной помощи. Вот проблема же еще в том, что население не всегда понимает, является это финансовой пирамидой или нет, потому что в интернете достаточно много отзывов, как там положительных бывает, так и негативных. Может быть, есть вот какой-то орган, где можно получить официальную информацию? Ну, вот как раз последние 2 года Банк России стал обращать внимание именно вот на те организации, которые не имеют лицензии, но в то же время привлекают деньги населения. До этого он больше все-таки занимался именно теми компаниями, которые находятся под юрисдикцией Банка России, это банки, брокеры и так далее. Здесь же он решил действовать превентивно, и эта тенденция, ну, она сразу стала заметной. С той же Кэшбери, например, да, банк подал по своей инициативе в прокуратуру для проверки этой компании, и сейчас тоже пытается действовать превентивно. Ну, вообще, в чем сложность в пресечении именно вот этих деятельности подобных таких организаций, как со стороны правоохранителей, так и со стороны Банка России? Ну, прежде всего в том, что когда компания работает вне правового поля, соответственно, и когда еще нет пострадавших, правоохранительным органам и Банку России очень сложно доказать какой-то там ущерб, поскольку нет пострадавших, нет заявлений, компания вроде как работает, выполняет свои обязательства, но что реально за этим скрывается, да, что действительно здесь есть уголовное правонарушение, это достаточно сложно доказуемо. Вот одной из причин, почему люди ведутся, да, на мошеннические схемы, наверное, является тот факт, что у нас не совсем развита финансовая грамотность. Вот насколько, на ваш взгляд, наш народ финансово подкован? Ну вот в последнее время я считаю, что вот, люди стали гораздо более финансово подкованными, лучше стали разбираться в финансовых инструментах, лучше стали распознавать какие-то мошеннические схемы, в том числе благодаря той активной работе, которую проводит государство в этом направлении. Но что бы я хотел подчеркнуть, что финансовая грамотность – это более широкое понятие. Она состоит как из знаний, тех же инвестиционных инструментов, там, не знаю, правил финансовой безопасности, инфляции и так далее, так и из других понятий, таких как, к примеру, навыки определенные, да, и установки. Что я имею в виду под навыками? Да? Навыками это, к примеру, постоянно вести свой семейный бюджет. Да? Почему это важно? Потому что, скажем, даже если человек все знает, в пирамиды не вкладывается, как правило, он очень малое количество людей ведет свой семейный бюджет. А на самом деле вот именно вот это является залогом того, что в будущем, да, скажем, особенно сейчас, когда вот непонятная перспектива с пенсии и так далее, да, вот что должно составить его как бы основу. По установкам, что я имею в виду, опять-таки, это привычка инвестировать все-таки, да, несмотря на все вот такие вот пирамиды и так далее, есть вполне
нормальные инструменты, есть банковские депозиты, как самый такой консервативный инструмент, который помогает, скажем, больше сберечь, чем нарастить доход, но в то же время спасает деньги от инфляции. И более сложные – это инвестиции, допустим, на фондовом рынке, это акции, облигации, это недвижимость, да, если у вас более крупные суммы. И вот этой привычки к долгосрочному инвестированию, к сожалению, у нашего населения тоже мало, да, в отличие там, от западных стран, да, где люди привыкли откладывать себе с самого раннего возраста на десятилетия, и поэтому достаточно спокойно встречают свою старость. Также я бы хотел отметить такую проблему, как закредитованность. Закредитованность очень большая, то есть вроде люди тоже все понимают, да, там, что нужно платить проценты, но вот какие-то психологические такие вещи, что вот хочется здесь сейчас там новый смартфон, там еще что-то, да, там машину и так далее, да, и часто делают, скажем, берут необдуманно кредиты, несколько кредитов могут брать и попадают в долговую яму. Это тоже большая проблема, и здесь, я считаю, да, вот как бы должна проводиться большая разъяснительная работа. Сергей Серафимович, ну, есть ли какой-то сравнительный анализ по регионам, насколько якутяне финансово грамотны, насколько они активны по вступлению в финансовые пирамиды, то есть какое-то место мы занимаем среди регионов? Есть ли такие данные? Ну, объективно, вот я вот сейчас не скажу, какие данные, но вот субъективно, мне кажется, что все-таки якутяне, наверное, более в этом смысле азартные, да, более в этом смысле падки на что-то вот такое новое, да, вот пошла какая-то тема, да, вот и начинается вокруг этого хайп, ну и мошенники этим пользуются, прежде всего они как бы ловят людей, те, которые попали в трудную жизненную ситуацию, тем, кому нужно погасить кредиты, к примеру, да, там, или, скажем, пользуются тем, что люди все-таки хотят быстро и легко заработать, да, пользуются доверчивостью. И в этом смысле, наверное, в плане доверчивости тоже вот мы, как северные люди, более, скажем, доверчивы к каким-то таким схемам. А где мы предпочитаем хранить свои сбережения? Ну, как и все россияне, якутяне, конечно, больше всего держат деньги на банковских депозитах. Но, как я уже отметил, что банковские депозиты – это больше для сбережения. То есть для того, чтобы, скажем, ваши деньги не подвергались инфляции. Обычно на Западе, к примеру, на банковских депозитах хранят те деньги, вот, которые как резервный фонд, да, еще называют подушкой безопасности. То есть это те деньги, которые могут в каких-то обстоятельствах резко вдруг понадобиться. Да? Вы потеряли работу, там, нетрудоспособность и так далее. Да? И ну, размер такого депозита может быть там, от 3 до 6 месяцев вашего зарплаты, расходов, вернее, да? Чтобы в случае чего вы могли как бы, чувствовать себя безопасно. Вот. А инвестировать, конечно, лучше, несмотря на то, что, скажем, инвестиции это более рискованно, чем сбережения, чем банковские депозиты, но могут принести большую доходность. Да? Вы можете вложить в акции, в этом случае вы участвуете в бизнесе других предприятий, в Якутии тоже, например, да, поскольку я близок к финансовой сфере, к инвестициям, я знаю людей, которые давно уже купили акции Алроса, к примеру, да, акция Алроса стабильно достаточно растет, выплачивает неплохие дивиденды, и люди, купив много лет назад, этим очень хорошо пользуются. Сергей Серафимович, большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню, что это было актуальное интервью, и говорили мы о финансовой грамотности и инвестициях.